Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей». У нас девиз Петр Николаевич Тултаев придумал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Сегодня новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментирует доктор филологических наук, главный научный сотрудник кафедры лингвистики и перевода Факультета иностранных языков Мордовского государственного педагогического института имени Евсевьева Олег Ефимович Осовский, автор более 600 работ. Первая новость такая у нас. Попрошу вас, Олег Ефимович, прокомментировать наше общество, которое погрязло в насилии, и как оно на это насилие реагирует, старается бороться. В ночь на 26 марта на Светтехстроя возле школы 41 на мужчину набросились 6 собак. Искусали, порвали одежду, он обратился в полицию. 5 марта в Саранской школе номер 17 несколько семиклассниц унизили и избили одноклассницу. Сняли на телефоны. В этот же вечер мать обратилась в полицию. В тот же день, 5 марта, в Золополянском районе 8 заключенных в знак протеста, как они говорят, против насилия со стороны сотрудников администрации вскрыли себе животы. 20 марта еще примерно столько же вскрыли себе животы разными гвоздями и проволокой в знак протеста, что их не госпитализировали и у них началась гангрена. Как вы, Олег Ефимович, прокомментируете вот это все? Ну, прежде всего я хочу сказать, что это, конечно же, вопиющие эпизоды. Они немножко разного характера, да? Общество не слишком, наверное, отвечает за насилие со стороны животных, даже если это бродячие собаки. И тут уже вопрос просто в том, как это контролируется и правильно устроено. Есть с кого спросить, когда речь идет о ситуации с заключенными. Да, и понятно, что будут проверки, понятно, что приедут комиссии, понятно, что это случаи, которые происходят достаточно, к сожалению, регулярно в закрытых пенитенциарных учреждениях. Там страдают обе стороны. И здесь как раз, наверное, решение найти просто. Ну или проще, чем вот та самая ситуация в школе, о которой вы сказали, семиклассницы, избившие и унизившие одноклассницу. Я так понимаю, что эта новость в достаточной степени потрясла Мордовию, и тоже были приняты какие-то меры. Но это очень показательный пример того, как действительно насилие распространяется, вирус насилия распространяется по всему человечеству, кстати. Мы видим с вами достаточно много примеров и за пределами Мордовии, и за пределами России, и в школах, и не только в школах, и, собственно говоря, и тот ужас терроризма, который мы совершенно недавно видели с вами в самых, казалось бы, благословенных точках Земли, в самые, казалось бы, благословенные минуты христианских праздников. Это очень сложно, да? И действительно, вот это усиливающееся насилие – это один из страшных недугов, в том числе и психических недугов человечества. И вопрос, как с этим бороться, наверное, один из самых серьезных вопросов. Если можно навести порядок с собаками, если можно, в конце концов, выстроить какую-то новую систему в местах заключения, то что делать с детьми? Это вопрос, конечно, семьи, это вопрос не только школы, это больше всего вопрос семьи, это вопрос, ну, увы, это по-прежнему вопрос воспитания. И здесь, наверное, только одно – культура, еще раз культура, прикосновение к духовным ценностям, вот это освоение духовных ценностей. Я не скажу ничего нового. Вещи, которые я говорю, могут показаться абсолютно банальными, абсолютно понятными, но я не думаю, что насилие в школе рождается вне насилия в семье. Вот не бывает такого, чтобы в семье было все в порядке, а вот в школе случается то, что случается. Или на улице случается то, что случается. Все взаимосвязано. Поэтому нужно задумываться над этим. Нужна, конечно, большая системная работа. Общество должно задуматься над этим окончательно, оно действительно задумывается над этим. Но общество должно задуматься окончательно. Больше читать, больше слушать, хорошие книги, хорошая музыка. Это вот такой прекраснодушный рецепт, который можно дать, и надеяться на то, что в обществе, которое избавляется от своих пороков, в обществе, которое излечивается от своих язв, конечно же, будет меньше
такого рода проблемы. Ну, наверное, вот так. И вот Петр Николаевич Тултаев вас услышал 4 марта на оперативном совещании. Он сделал замечание своим сотрудникам. Говорит: я никогда не вижу вас на концертах и постановках в театрах. Вы что, все так сосредоточены на работе или заняты? Так зачерствеете совсем. В ближайшее же время организуйте поход в театр для всех муниципальных служащих. А пресс-служба город-администрации добавила, что в декабре мэр уже советовал подчиненным посещать художественные выставки в музеях Саранска. Олег Ефимович, как вы к обязаловке относитесь? Ну, в общем, призыв мэра – это не совсем обязаловка, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну что, Подчиненным. иногда, в общем, нужно сказать, что для привития всякого рода хороших вещей, может быть, стоит употребить и какую-то власть. По крайней мере, я могу сказать, что здесь власть явно употребляется, ну, на пользу, может быть, на относительную пользу. Конечно, было бы лучше, если бы по зову сердца, а не по зову мэра сотрудники администрации ходили бы на выставки и концерты. Но, тем не менее, я думаю, что лучше пусть они сходят по приказу в театр, чем не сходят туда вовсе. А вот перед следующей новостью я вас попрошу рассказать, что вы знаете о том, какие языки обязаны знать госслужащие Евросоюза, как у них там устроено с этим? Вот, это очень интересный вопрос в действительности. Ну, я не могу сказать, что я хорошо знаком с четкими регламентами Евросоюза, но, насколько я знаю, сегодняшний претендент на службу в структурах Евросоюза должен знать, если мне не изменяет память, 3 языка. Ну, помимо своего родного и языка, так сказать, общего говорения, ну, условно говоря, большого международного языка, типа английского или французского, он должен знать еще и 3-й язык, вот этот вот достаточно экзотический для Евросоюза язык малого народа или язык малой страны. И в этой ситуации как раз оказываются в достаточно выигрышном положении представители небольших стран Евросоюза, недавно туда вошедших, в том числе и стран Прибалтики, поскольку знание литовского, эстонского, тут я могу напутать, потому что я не очень помню, какие из этих стран уже вошли в Евросоюз, а какие только готовятся. Знание этих языков или, скажем, из других стран, знание венгерского языка или знание какого-нибудь словацкого языка является серьезным конкурентным преимуществом при устройстве на государственную службу. Для чего это все? Для того, чтобы показать, что каждая часть этой большой федерации Евросоюз важна, и мы вот этим демонстрируем, да, что? В том числе, ну и, собственно говоря, практическая составляющая здесь тоже очевидна. В общем, довольно трудно заставить человека в зрелом возрасте, француза, бельгийца, немца или испанца выучить венгерский или эстонский язык. Хотя, в общем, такие прецеденты, конечно же, бывают, но тем не менее. И когда носитель языка включается в общую структуру Евросоюза, конечно, Евросоюз от этого, как вот такая целостная структура, выигрывает. Вот мне кажется тоже, если вот понимать как часть вот этого обязательства, то, что уважение, когда мы живем в мире, союз многих государств, мы обязательно должны уважать вот эти особенности друг друга и их включать в общее обязательное поле. И поэтому, мне кажется, если сравнивать с этим, то у нас в России, несмотря на то, что это федерация, идет обратный процесс стремления, как сказать, от федерации к унитарному. И это проявляется в том, например, что в прошлом году отменили обязательное изучение национальных языков, несмотря на то, что в Конституции написано, что национальные республики имеют право иметь государственный язык, а, наверное, из этого предполагается, что обязательно. И теперь в Татарстане нельзя обязательно изучать татарский язык, в других национальных республиках. А это приведет к тому, что через десятилетия эти языки исчезнут, потому что они не могут конкурировать с теми языками, которые изучаются в обязательной основе. И перед тем, как вы начнете комментировать по поводу России, такая новость у нас, информационный повод. 27 февраля на сессии Госсобрания депутаты внесли изменения в закон о государственных языках Республики Мордовия
И теперь расширено право пользования макшанского и эрзянского языков не только на заседаниях госсобрания и органов, но и на заседаниях всех органов государственной власти и органов местного самоуправления. То есть вот такими паллиативами местная власть регионально пытается все-таки как-то поддержать свои языки. Как вы считаете, насколько важно все-таки вот поддерживать эти национальные языки для того, чтобы они не исчезли и не исчезла вот эта красота, вот сложность нашего российского языкового поля? Володя, мне кажется, что в вашем вопросе смешано несколько очень серьезных и очень важных проблем. Нужно сказать, что я филолог, и поэтому я считаю, что чем больше языков и чем больше возможностей для изучения языков, в том числе языков таких непростых, с одной стороны, и интересных, как, скажем, мордовские языки, да, на территории Республики Мордовия, тем лучше. В бытность свою студента я изучал макшанский язык, изучал, по-моему, год. Да. И я вам должен сказать, что вообще все немножко не так, да, все немножко не так. Действительно, Конституция гарантирует право каждой из народностей, каждого народа на свой язык, это закреплено и, соответственно, в региональных конституциях и уставах. Здесь ведь речь шла о другом, когда мы с вами говорим. Никто не покушается на право народа изучать свой собственный язык и получать, собственно, даже образование на этом языке. Это тоже зафиксировано в Конституции. Этой позиции никто не отменял, насколько мне известно. Это не очень дешево. А финансово речь ведь шла о другом. Вот я ситуацию в Татарстане знаю достаточно хорошо, потому что у меня такие плотные связи с Казанским федеральным университетом и с казанцами. Речь ведь идет об обязательном изучении, сейчас не идет, об обязательном изучении языков региона не носителями языков, которым гарантировано это право по Конституции, а всеми остальными. И, как вы понимаете, в общем, вряд ли судьба языка, в том числе и макшанского языка, и эрзянского языка, зависит от того, учат ли его в школе русские дети, татарские дети, еврейские дети, таджикские дети и так далее. Судьба языка зависит от того, говорят ли на нем, собственно, те, кому по рождению суждено быть носителями этого языка, суждено быть носителями этой культуры. И, как я понимаю, на это право никто не покушается. Здесь другая проблема очень важная. Насколько это право подкреплено материально, насколько оно подкреплено финансово, как, скажем, поддерживаются исследования языков, какие создаются механизмы для того, чтобы эти языки развивались, для того, чтобы они были сущностно необходимы людям, для которых эти языки являются неотъемлемой частью их национальности. Да? Потому что мы понимаем с вами, что национальные языки у не самых больших народов оказываются действительно под угрозой, но они объективно оказываются под угрозой. И это проблема, скажем, не только мордовского народа, марийского народа, татарского народа все-таки в меньшей степени, потому что татар, башкир, их больше, да, и они активнее, и республики богаче. И поэтому, так сказать, языки там выживают, там большие литературы и так далее. А в малых республиках с этим гораздо более сложно. И, в общем, возникает вопрос, а каковой механизм? Вот один механизм вы привели в пример. Евросоюз, который поощряет, значит, носителей вот этих экзотических языков вступать в ряды чиновников Евросоюза. Да? Понятно, что человек, знающий латышский язык и знающий, что ему за это будет, зарплата чиновника Евросоюза и так далее, естественно, будет относиться к этому гораздо более серьезно, хотя, в общем, мы понимаем с вами, что латышская культура и самосознание наших прибалтийских братьев, пробывших в составе Советского Союза достаточно долго, они достаточно высоки. Для них это проблема, собственно говоря, вот, сохранения своей национальной идентичности. Собственно, как у любой
малой народности в Евросоюзе. Все упирается в банальные деньги. Платите за знание языков надбавку чиновникам любого уровня, да, и они будут учить эти языки. Собственно говоря, ничего сложного в этом нет. Сохраняйте эти языки в школе для людей, и тоже ничего плохого не будет. И мне, конечно, жалко, объективно я понимаю, что денег становится меньше, денег в общем нет, но мне становится жалко, что, в общем, языки уходят, потому что, ничего, в общем, плохого в том, чтобы человек хотя бы на каком-то уровне имел представление о другом языке, не только об английском языке, не только об испанском языке, не только о русском языке, но о любом из тех языков, которые существуют, и которых огромное множество, уходящих каждый год буквально, да, те языки, на которых говорят не десятки тысяч человек, не сотни тысяч человек, а десятки и сотни человек, просто буквально вот остающиеся. Эти языки действительно исчезают. Но, в общем, конечно, нужны механизмы для того, чтобы поддерживать, в этом я убежден, поддерживать и национальную культуру, и национальные языки, в том числе и в Республике Мордовия. Но денег у нас не достает по объективным причинам. Это те же объективные причины, из которых разрушился Советский Союз. Потому что у нас треть бюджета идет на оборону. На строительство танков, подводных лодок, которые ржавеют, потом бомбежку Сирии, Украины. Вот у нас объективные причины. Потому что нам постоянно хочется кого-то захватывать, кого-то убивать и так далее. А вот получается в Евросоюзе, что у нас в обязательном порядке в странах и носители, и неносители, если ты живешь в этой стране, тебя обязывают изучать. То есть вы считаете, что это несправедливо, да? Почему? Потому Нет, что... я этого не сказал. Не, ну в смысле так же, как, допустим, у нас в Татарстане всех, если бы обязывали изучать татарский язык, так же, как там в Румынии всех обязывали изучать румынский язык, то у нас, как бы считается, нет, нельзя. В Татарстане нужно изучать татарский язык только тем, кто носитель. Нет, не так. Значит, я запутался. Нет. А там действительно запутанная ситуация. Действительно запутанная ситуация, потому что вы можете изучать любой язык, в том числе и в Татарстане. Вопрос ведь совершенно в другом. Выделяются ли на это деньги федерального бюджета? Выделяются ли на это деньги федерального бюджета? Ну, хотя бы не запрещено. Нет. Нет, запрета нет никакого. Олег Ефимович, если в каждой стране Европейского Союза обязательно изучение, и если мы федерация, то у нас должно быть обязательно. А иначе у нас обидится национальная республика. Ну, слушайте, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я ни разу не видел национальную республику, которая бы на это обижалась. Ну, сейчас вот Татарстан в прошлом году ведь их даже наказывали, банки у них стали лишать лицензии из-за того, что они обиделись на это. Ну, все с банками там тоже было не совсем так. В обратном пути, наоборот, после этого. С банками история немножко другая. А вы понимаете, в чем дело? То есть борьба центра с регионами. Вот вы изучали в университете один из мордовских языков? Изучал. Какой? Наверное, по-моему, рязанский. Рязанский. Мне, конечно, это не помогло, но потому что я не интересовался. Ну, хуже вам от этого не стало. Ну, совершенно не стало, определенно. Да. Здесь сталкиваются две вещи. Вот сугубо такое вот романтическое отношение, как у меня. Потому что я говорю, что это хорошо, когда вы знаете хотя бы хоть что-то по-макшански. Прекрасно, хотя вы хоть что-то знаете по-эрзянски. Да? Замечательно, что вы можете понимать человека, говорящего на этом языке, особенно когда вы оказываетесь, вот я помню историю очень давнюю, это было 30 с лишним лет назад, я после возвращения из аспирантуры, проработав год в пединституте, естественно, повез группу студентов в колхоз. Приехали мы в Ельниковский район, несколько десятков километров от Ельников, замечательная макшанская деревня с замечательными людьми, пробыли мы там довольно долго. И где-то на третьей неделе я, в общем, понял, что я довольно много по-макшански понимаю. То есть вот такое пребывание в языковой среде, оно, конечно же, стимулирует вот это вот узнавание языка, понимание языка.
Это не заменит, естественно, его преподавание, это не заменит обучение, но если есть активная среда, в общем, проблем с тем, чтобы выучить язык, нет. Нужны только стимулы. Это первая вещь. А вторая вещь, вот представьте себе родителя. Представьте себе перегруженного школьника, да? Родителя, который не имеет никакого отношения ни к татарскому языку, ни к татарской культуре. Да? Он просто живет в городе Казани, там, я не знаю, еще в каком-то другом городе. Да? Вот. У него ребенок, который перегружен в сегодняшней школе математикой, физикой, химией, биологией, русским языком, литературой и так далее, английским языком. Его еще и русский язык заставляют учить. Вот, ему нужно сдавать это все. И тут появляется еще и вот эта нагрузка. Но русский да? уже заставляют учить. Вот, ну. Это же тоже язык. Он государственный. Чем он лучше, чем национальный язык? Если Он это ничем не федерация, лучше. если это не унитарный язык. Он ничем не лучше. Но... Александр III ведь тоже проводил эту русификацию, что и тоже наверняка там аргументы были понимаете, забота о нет, детях и так далее. Когда Александр III, не после только него Александр развалилась III, империя из-за русификации. не только Александр III, но и Александр II это дело проводил, и На Кавказе. Николай. Второй, Почему да. только на Кавказе? А в Поволжье был замечательный педагог, потрясающий совершенно педагог, блестящий, кстати, филолог, тюрколог Николай Иванович Ельминский, который занимался как раз просвещением нерусских народов Поволжья, Приуралья, Казахстана и прочее, прочее, прочее. И у него была одна задача, да? Из тех, кого называли инородцами, это совершенно не оскорбительный термин, да, по XIX веку. Это такая же модель, как иноверец и так далее. То есть тот, кто принадлежит к другому народу. Его задача была совершенно одна – сделать из представителей вот этой части, оказавшегося в Российской империи, населения хороших русских, в кавычках, естественно, да, хороших русских, то есть православных и владеющих русским языком. Вот мы знаем, к чему это привело. И разделяющих, ну, в действительности это ни к чему не привело. Ну, потому что обозлились все окраины национальности, и они стали революционерами и смели. Да ладно. И установили хаос. в Да стране. ладно, скажите мне, сколько татар было среди тех, кто, значит, Ну, армия, совершал революцию? латыши были. Латышские Вот. стрелки основную роль играли в захвате в Петербурге. Другие там, Ну нет, кавказские. конечно. Ну нет, конечно. Нет? Ну нет, конечно. Ну, может быть. Нет, конечно. Потому что, естественно, там были представители разных национальностей, но Владимир Ильич Ленин, как вы понимаете, главный, так сказать, механик русской революции, по крайней мере, по той официальной истории, которая существует, был все-таки представителем вполне себе коренного народа, более того, представителем вполне себе неугнетенного класса. Исключение. Да? А латыши, не такой. кавказские мусульманские деньги, там и Не, ну какие? многие... Деньги там были немецкие в значительной степени. Это была, так сказать, вполне известная То диверсия. есть вы не видите, что Немецкая русификация привела к... Там были проблемы, конечно. Там были проблемы. Что касается латышей, что касается... Там же китайцы, кстати, были. И евреи, хочу Вот. сказать, тоже Евреи очень были. много поддержали, вот смести евреи эту... были. Вот. Но для евреев, как вы понимаете, революция стала социальным лифтом и политическим лифтом, да, совершенно вот, не встроенный. Но и снятие в массе национального своей. гнета, чья-то Вот. оседлости, нельзя жениться, нельзя сделки заключать. Ну, опять-таки, Если- мы с вами можем вполне вспомнить То есть не довольно, повторяем ли мы эту ошибку? довольно Сейчас. большое количество людей, которым черта оседлости не мешала. Да? Главный торговец чаем в России по фамилии Высоцкий. Да? Он, наверное, через коррупцию это Ну, решал и прочее. вопрос. Ну, А и- большинство страдали. И из-за этого. коррупция была. Потом вспомните вполне благоустроенных немцев, да, в России, которые всегда, значит, были одним из оплотов российского имперского механизма. С того самого момента, как их завезли сначала Петр, а потом Екатерина. Когда мы говорим с вами о латышах или о китайцах, или когда мы с вами говорим о каких-то других национальных структурах, использовавшихся для подавления, здесь как раз использовалась именно вот эта разность, да, ощущение не своего народа. Они Нету добровольно вот шли этого к подавлению. ощущения. Конечно, Да, конечно. Ну, а так вот, поквитаться-то. Чего же, плохо, что ли, было?
Вот, и так далее. Ну, это мы везде и всегда видим. Мы, ну, собственно говоря, и папу охраняли всегда швейцарские гвардейцы, да? Никто. И у Людовика, как известно, была шотландская гвардия в качестве охраны. И нашего царя казаки охраняли. Вот. Тоже. Ну, не только казаки, а дикая дивизия. А это откуда дикая? А это с Кавказа. С Кавказа. Так называемая дикая дивизия. Это совершенно официальное название. Дело в том, что Российская империя все-таки достаточно технологично относилась вот к интеграции представителей иных народов в свою, в том числе и военную, и военно-политическую структуру. Я напомню о том, что, скажем, вот то, что называлось Георгиевским крестом, орден Святого Георгия, 4-я степень которого даровалась за проявленную воинскую доблесть, и как бы Георгиевский кавалер, это был, ну, фактически общепризнанный герой со всеми ритуалами, причем я говорю об офицерском, естественно, ордене, а не о солдатском знаке отличий. Так вот, мы должны с вами помнить, что если для православных и инославных орден Святого Георгия вручался с изображением Георгия Победоносца, то для офицеров мусульман, соответственно, вместо Святого Георгия на этом кресте был изображен полумесяц, если мне память не изменяет. Так что это учитывалось даже вот на таком, скажем так, символическом уровне. Но, опять-таки, возвращаясь к языкам и к обязаловке, да, в этом деле. Я думаю, что здесь будет найдена, ну, условно говоря, золотая середина, да, со временем, с возвращением финансирования и так далее. Но главное, о чем мы должны с вами сказать, это то, что если будут механизмы, позволяющие понять, зачем это нужно, не романтически, а утилитарно, тогда тут все будет в порядке. Материально стимулировано. Ну, как бы это ни привело к очередному распаду империи, я бы этого не хотел. Вот следующая новость заключается в том, что 18 марта на сайте прихода церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Саранске на Святотехстрое, улица Солнечная, опубликован архитектурный проект будущего одноименного кирпичного храма, который станет рядом с соседним деревянным храмом, настоятель Владимир Николаевич Кугушев. Как вы, Олег Ефимович, считаете, нужно, когда мы возводим конфессиональные объекты, нужно ли его возведение согласовывать с окружающими жильцами, чтобы эти конфессиональные объекты приводили только к улучшению общественного конфессионального мира в Мордовии, допустим? Ну, я думаю, как строительство любого сооружения. Подобный проект должен быть согласован, конечно, с жителями. Зачем? Ну, им с ним жить, как же. Можно было сказать, по закону. Следующая новость. 18 марта у нас общественная политическая жизнь. Ну, общественная, политическая. Около 100 жителей Старошеговского района вышли на митинг против оптимизации в Центральной районной больнице, которая началась с начала марта. 10 ставок сократили, даже вроде бы койко-мест количество уменьшили. И кроме того, жильцы на митинге жаловались, что между районом и Саранском вообще нет автобусного сообщения. Как вы прокомментировали это мероприятие? Ну, я думаю, что если это правда, и вот это сокращение... 10 ставок главврач подтвердила, 10 ставок оптимизировали. Значит, сообщение есть, то я боюсь, что из, собственно, общественного мероприятия действительно превращается в общественно-политическое. Потому что людей нельзя лишать самых насущных их потребностей. Понятно, что проблемы со здоровьем – это проблема, которая волнует всех, но и отсутствие связи с центром – это тоже проблема, которая должна быть решена. Для этого, собственно, и существует власть местная и региональная для того, чтобы помогать жителям решать эти проблемы. Опять в деньги упирается? Я не думаю, что это такие большие деньги, чтобы их невозможно было найти, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, есть механизм, которым жители всегда могут на это ответить. Это выборы. И власть должна об этом помнить. Да, но большинство населения не связывает поход на выборы с жизнью, которая происходит после этого. Мы еще до этого понимания взаимосвязи
не доросли, видимо. Следующая новость. Я приведу несколько фактов об экологии в Мордовии, и вы в целом эту картину опишете. Вот у нас Greenpeace и Air Visual, две международные организации, в начале марта опубликовали исследования. Оказалось, что у нас по загрязненности воздуха в Саранске среднегодовая нормальная показатель, но было несколько месяцев, февраль, декабрь, сентябрь, когда норма была превышена. Декабрь, видимо, из-за того, что Мордовцемент 2 тонны выбросил этого цемента, пыли над окружающим пространством. Дальше вода Саранска. Содержание никеля, железа и фтора в 1,5-2 раза выше нормы, йод ниже нормы. 200 ртутных термометров в марте хотели выбросить на мусорку, их остановили. Сейчас будет в ближайшие годы построены мусороперегрузочные станции, мусоросортировочный завод, полигон для мусора современный. И глава республики в марте 2 раза обещал перед своими жителями республики, он говорит: сейчас мы наладим нормальный сбор мусора раздельный и уберем все, что мы за все эти годы и десятилетия набезобразничали в наших окружающих лесах, придорожных посадках, придорожных лесах. Как вы видите, какой оптимизм у нас? Ну что, я думаю, что если это будет реализовано, это будет замечательно. Да. Мне, конечно, страшно подумать, что было в Чемзинке, если такое было в Саранске, да, в декабре месяце. Но в целом можно сказать, что, в общем, наша экология не самая действительно плохая экология. И мне не очень понятно, откуда повышенное содержание никеля в воде. Это все-таки природная какая-то аномалия. Из почвы, может быть, да? Ну, может, где-то залежи никеля. Об этом будет у нас. Кстати, вот об этом будет через один вопрос. Так. И последний блок новостей. Мы берем пример с других стран для реализации это в республике. Из 2 частей состоит. 30 марта прошел 2-й тур выборов президента Словакии. Видимо, часть Евросоюза. И там победила... Да? Да, конечно. И там победила женщина Зузана Чепутова во 2-м туре. Юридическое образование, бывший адвокат, правозащитник, один из основателей социал-либеральной партии «Прогрессивная Словакия», разведенная, мать 2 дочерей. Как вы, Олег Ефимович, относитесь к тому, что женщины занимают руководящие посты в одной из другой стран Европы и мира? И как вы отнеслись бы к тому, что если бы одним из будущих главой Республики Мордовия стала женщина? Сексист вы, в общем, или нет? Пожалуй, единственный вопрос, который заставил меня задуматься, Да. Скажу честно. Я не очень люблю женщин на мелких руководящих должностях. Но, может быть, мне просто не очень везло с подобного рода руководителями. Но я должен сказать, что тенденция действительно есть, она наблюдается. И, наверное, это нормальная тенденция. Посмотрите, вот заняла должность ректора Мордовского пединститута, молодая и по-хорошему амбициозная Марина Владимировна Чеберкина. Антонова, да. Вот, да, Антонова. Вот, потом, значит, тут мы видим с вами другие какие-то женские продвижения. Хотя я, наверное, повторю вот такую обычную самую мысль о том, что вряд ли важно в действительности половая принадлежность того или иного руководителя. Скорее важно то, что умеет этот человек и как он это умеет. А все остальное уже вот прилагается к нему. А есть ли у нас притеснение женщин по продвижению по карьерной лестнице? Ну, я должен сказать, что довольно большое количество женщин, включая Валентину Ивановну Матвиенко, считают, что да. Но вот я никогда, в общем, на своей собственной практике не замечал, чтобы такое действительно случалось. Хотя, наверное, в общем, мужчинам, находящимся у власти, проще работать с мужчинами. А почему у нас в правительстве, в госсобрании почти все мужчины? Хороший вопрос. Но, видимо, следует адресовать Владимиру Дмитриевичу Волкову. Может, в Единую Россию не берут женщин? Берут. Берут? Берут, причем активно берут. Да, это лучшие женщины.
с точки зрения Единой России. Значит, 31 марта федеральный судья США, женщина Шерон Глисон, признала незаконным указ президента Дональда Трампа об отмене запрета бурения скважин на нефтегазоносных участках шельфа в Арктике и Атлантическом океане. Она в решении суда написала, что президент Трамп превысил свои полномочия. Вот два вопроса. Значит, как вы относитесь к тому, чтобы вот такую судебную независимость перенести на уровень регионов таких, допустим, как Мордовия? Как бы это выглядело? Ну, честно сказать, я бы хотел, чтобы подобного рода судебная независимость, которая характерна в целом для судебной системы Соединенных Штатов или Европейского Союза, была бы по всей Российской Федерации. Вот, Не жалко вам России, совсем? Не жалко. Я считаю, что вот независимость, кстати, обратите внимание, что в Российской Конституции независимость судебной системы прописана. Мы, к сожалению, это не очень видим, не очень чувствуем. Вот. Но если бы вся система была независимой, было бы замечательно. Если бы она была независима хотя бы на районном и региональном уровне, это все равно было бы замечательно. Хотя надо сказать, что, в общем, по каким-то частным вопросам какие-то честные судьи наверняка независимость проявляют, и, в общем, это случается. Почему это воспринимается как исключение из правил, это уже другой вопрос. Да, значит, это как формально по этому поводу убирают за другой. Ну и второе меня еще обратило в этом новости. Мы уже с вами сейчас говорили о никелевых якобы месторождениях, которых наверняка нет, но вдруг есть. Тут Трамп говорит, давайте бурить на шельфе, искать нефтяные и газовые месторождения. А ему запрещают. Может быть, в Мордовии все-таки начать искать месторождение углеводородов. Это к чему приведет? У нас улучшится уровень жизни, зарплаты будут расти. Со всей России сюда поедут люди. Национальные языки будут сразу поддерживаться. Бюджет будет переполняться. Распухнет. И мы все распухнем от денег, наши кошельки. Но зато замусорим леса. Там какие-то нефти, все там загадят всю территорию, экология ухудшится. Вот как быть? Ну, насколько я понимаю, если до сих пор в Мордовии нефть не нашли. Может, не искали, может, стеснялись. Нет, кстати, вот вы будете смеяться, но, по-моему, искали. Когда? По-моему, искали. Были какие-то такие вот поисковые работы в какое-то время. Да, тут я точно не вспомню, но что-то такое было, хотя бы на уровне анекдота. А не было ли случайно, да, тем более, что есть какие-то вот по соседству нефтеносные участки в Татарстане, в Самарской области и так далее. Но боюсь, что такого рода ресурсов в республике в ближайшие годы при существующих технологиях в общем не найдут. Хотя мы видим с вами историю со сланцевым газом, да, который вот и со сланцевой нефтью, да, которые еще 20 лет назад казались абсолютно невозможными и нерентабельными, а сегодня довольно серьезная такая вот статья нефтяного бизнеса, в том числе тех же Соединенных Штатов. Так что будем следить за развитием технологий. Возможно, и природные ресурсы, находящиеся на территории Мордовии, в будущем будут окупаемы и пополнять наш бюджет. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за март 2019 года комментировал доктор филологических наук, ученый Олег Ефимович Осовский. Спасибо большое, Олег Ефимович. Спасибо вам.